17 марта, 8:30 утра. С добрым утром, друзья. Поехали, третья часть. А для нас это третий день нахождения в глухой тайге на лесной речке. Что мы сегодня видим по реке? Если вчера было сухо, то сегодня мы видим, что на реке у нас вода. Лед начал трескаться весь. Вот такая вот трещина пошла. Вчера еще ее не было. Вот. Почему так поздно я вышел на лед? Вчерашнее падение для меня появились, ну как сказать, последствия от этого падения. Башку, видать, сильно тряханул. Очень сильно болит голова. Вчера вечером разболелась. Я даже пару чарочек, конечно, проглотил. Не допил даже вот этого рыбацкого напитка с зубровкой, что от землячки моей Надежды с Украины. Не допил. Выпил таблетки уже, кое-как успокоилась. Я где-то, наверное, около 10 часов уснул. Утром проснулся, тоже болит голова. Она и до сих пор болит. Опять же таблетки выпил, немного полегчало, вышел на лед, потому что в конце концов не валяться же я сюда приехал, а ловить рыбу. Немного призадумался и действительно думаю, вот то, что одному нежелательно все-таки находиться в тайге, тем более на реке. Вот элементарно, приложись я немного сильнее, вот именно здесь я где-то и упал, да, вот на этой лунке вроде бы я грохнулся, подскользнулся где-то здесь или здесь. Это я успел еще скомпоноваться, удержаться так, что не сильно тряхануло. А так сильнее приложись затылком об лед, так и останешься здесь на льду. Вороны глаза выклюют, звери рассадят, дома даже знать не будет, где ты находишься. Потому что ни связи, ничего здесь нет. Так что в одиночку лучше, друзья, не ходить. Не ходить, всегда ходите вдвоем. В случае чего, хоть домой вынесут. Ладно, не будем о печальном. Все-таки будем оптимистами, что у нас ничего не случится и больше таких ошибок не будет. Хотя башка и затылок болит, и шея основания болит. Вообще капитально. Каждое шевеление. Вот вчера готовил дрова, избушку. Вообще каждый наклон, каждая физнагрузка вообще по башке бьет капитально. Тряханул я ее не слабо. Ладно, не будем о печальном. Сегодня у нас минус 10 градусов за бортом. Лунки не замерзли. Первым делом проверю все лунки. Все, сколько? 172 лунки вчера, да, набурил. Быстренько проходим эти лунки, смотрим, клюет рыба, не клюет. Если клюет, хорошо, остаемся здесь. Если нет, это у нас как раз займет где-то времени до обеда. После обеда пойдем на другие места. Пойдем вниз по течению. Все, поехали. Включаемся при первой поклевке. Так, время без 15:10 уже. И у нас наконец-то первый хариус. Прошел огромное количество лунок, наверное, больше 100 уже. Иду быстро, долго не задерживаюсь. И вот он, друзья, наконец-то первый хариус. Я не пойму, или его нету, этого хариуса, или не хочет брать, я не знаю. Но вот этот ударил сразу. Только я еще отпустил, вот в лунку. Сегодня я нацепил, друзья, новую мормышку. Вот такой вот черная капелька с глазиками, белыми с глазиками, черными зрачками. Красная точка атаки, как бы. Вольфрамовая мормышка. Покупал такие, уже не знаю, лет 10 назад. Был в Москве, купил. Там, я не знаю, штук, наверное, по 10. Черные, желтые, красные, белые. Вот такие вот. Мне они понравились. Не знаю, понравятся ли они рыбе. Но, по крайней мере, вот один клюнул. Сразу вот только закинул. Еще не нашел дна. И сразу был удар. Вот такой инцкадан. Опять же, хороший хариус. Вот, еще. Ну, этот малыш. Этот малыш. Иди, малыш. Гуляй, Вася. Такой ты нам не нужен. Вот. Получается, что его нету, что ли? Столько прошел расстояние, столько лунок. Но были лунки, которые
вчера были сходы. Они же не должны были никуда уйти. Должны были успокоиться, по идее. Не знаю, может, не держится в этих местах хариус. Значит, надо идти искать, где он есть. Не, ну согласитесь, да, хорошие экземпляры, достойные такие вообще красавцы. О, красный плавник. Вообще красавчик. Да, красавчик золотой. Наконец-то. Я уже думал, сегодня все, день потерян. Хоть и физически не устаешь, лунки не надо бурить, они практически не замерзли. Вода поднялась, получается. И ледок, что они промерзли, стал ниже. Он размяк и буквально буром сразу бумс. Пробурил уже все лунки до конца. Сначала бурил по 10-20 лунок, а потом плюнул, думаю, чтобы туда-сюда буром не гонять, прошелся. Все, пробурил. Так как сейчас морозов нет, они не замерзают. Все, вот 2 штуки было. Один крупный, один маленький. Вот и второй хорюзок. Этот поменьше, но нормальный. Он такой вот. Это уже считай. И этого я считаю уже он не маленький. Он средненький такой. Больше 20 сантиметров по-любому. Так, друзья, время уже 11 часов. Проверил я все лунки вчерашние, что набурил. Поймал 2 штуки. Один хорошенький, один поменьше. И больше ничего. Была еще одна такая вялая поклевка и все. Короче, собираюсь и иду, пробую бурить новые места. Посмотрим. Посмотрим, пройду, не пройду. Ну, пойду вниз по течению. Посмотрю, как там река. Если все нормально, то будем буриться, искать. Если нет, вернемся сюда. Ну, попробуем по лесу срезать тот участок, где тонкий лед. Там тоже клевые места были. Ну, посмотрим. Пока идем на новые места буриться. Поехали. А здесь потом уже, если что, вечерком можно будет готовые лунки недолго пробежаться, проверить. Что-то я не верю, чтобы здесь на таком расстоянии не было ни одной рыбы. Просто все-таки с переменной погоды она, наверное, не сильно-то и кушать хочет. Все, погнали. Так, время 12. Время обеда, а у нас поклевок нет. Оббуриваю новые места. Вот нашел такой ровненький плес. Среднее течение такое, нормально, ровненький. Везде одинаковая глубина. Ни одной поклевки. Я здесь на этих местах нормально бывало, хорошо ловил поклевки, хороший хариус. Не поверю. И главное, лунок-то нету. Что вариант тот, что выловили всего хариуса, выловили всю рыбу, исключается полностью, потому что здесь, если бы рыбачили, было видно. Это все следы этих, следы лосей, вон. Просто истоптали все. Я не знаю, что с рыбой, почему она не хочет брать. Вот выставил ряд удочек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Всякие разные мормышки, всякие разные блесна. Червь, опарыш, везде все насажено. Хоть бы раз что клюнуло. Обед по расписанию, короче, подождем, обедаем. Ну и дальше идем, дальше бурим. Завтра у нас еще есть день. Чем мы больше набурим лунок сегодня, тем мы быстрее проверим их завтра. Не надо будет тратить времени на бурение. А вдруг завтра клевать начнет. А лунки уже готовы. Так что все, что не делается, все к лучшему. Кушаем, обедаем. На обед сегодня у нас хлебушек, чаек, котлетки готовые вот уже и шмак сала. Обед будет калорийным, сытным и вкусным. А поужинать мы уже в избушке поужинаем вечером.
Ну вот, дошли до завала. А где завал, ходить нежелательно, тем более без лыж. На лыжах бы, на буксировщике и то можно проехать. Нет, лучше на лыжах с пешней пройтись, а потом уже, потому что вот видите, черное пятно. Там по-любому льда уже нету. Вот здесь вот, возможно, уже нету льда. Вот если здесь еще он, где серый снег, здесь еще нормальный лед как бы должен быть, по идее. Ну, какой это льдом назвать нельзя, это каша. Каша. Ну есть вон сколько его здесь еще, да? Запомнили? Почти по шнек этой каши. То вот здесь. То вот здесь. Вот здесь вот. Возможно, уже льда-то и нету. Все, даже здесь он нету. Здесь еще есть немного. Вот тут вон. Где такой черный лед, это ежу понятно, что там все. Блин, боком неудобно. Почему я взял с собой, а теперь мучаюсь. Вот он. Видите? Вот он весь лед. А глубина здесь достаточно, хватит, чтобы унести течением. Так, ну чё, пешком я туда не пойду, потому что где толстый слой снега, там, возможно, льда нет вообще. Пойти за лыжами сходить. Вот такая вот опасность. Вот такие вот капканы могут подстерегать везде. Особенно на завалах, где толстый снег. Так что лучше не рисковать, а взять пешню, лыжи. Придется возвращаться до буксировщика. Решил облегчить себя. Все, оставил. Думал, не пригодится. Ага. Вот и пригодилось. Ладно, сейчас пробуем вот эти десяток лунок на перекате, что я пробурил. И пойдем сходим за лыжами. Без 10-2. Сходил за лыжами, за пешней. Это, считай, потерял еще где-то часа полтора туда-обратно. Ну что, без них тоже никуда. На улице теплеет. Посмотрел на градусники, на термометре избушки. Уже -5. Поднялся ветер. И без лыж нас уже вообще не держит. Так, будем пробовать. На лыжах как-то спокойнее. Даже вот на таких коротких уже не боишься, что ты камнем уйдешь туда. А вот если
глубокий снег, и без лыж просто провалишься, это, считай, ты уже обречен. Ты уже никогда не выйдешь, потому что просто ухватиться будет не за что. За снег ты не ухватишься, потому что он мягкий. А так, если даже как-то на лыжах провалишься, у тебя хоть, я не знаю, ну, если на лыжах провалишься, то это уже тоже конец вообще-то. Ну, по крайней мере, хоть на лыжах сложнее просто провалиться. Площадь опоры все равно большая. А тут вот между бревнами, где завал, есть промоины, пустые места. По лосиным следам иду. Где лось прошел, там мы тоже не утонем. Вон промоина. Прошлый год этот завал мы частично распиливали. В этом году, смотрю, опять нанесло. Опять нанесло. Он еще больше стал. И там дальше, смотрю, речка гниловата. Ну, прошлый год, в принципе, и так же было. Сейчас посмотрим. Если нас не будет держать, здесь будет опасно. Вон вот открыто уже. Отсюда вижу, что открыто. Вон. Вон. Из-под завала вон течет вся вода. А мы бережком. Получается завал, после него сразу перекат. Стоять. Вон тут все открыто. Ну вот и все. Без лыж бы я здесь не рискнул. Провалиться между деревьями — это все труба. А на лыжах все легко и просто. Вон все открыто уже. Перекаты все открылись. А где серый лед, там должно быть нормально. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле одеялом лоскутным на ней. Все. Можно идти за корытом. Здесь уже должно быть нормально. Там тоже, скорее всего, промоина или выдра. Вот для этого нужна пешня и нужны лыжи, чтобы проходить вот такие вот опасные места. В принципе, где я прошел на лыжах, можно проехать и на буксировщике, но я сейчас смотрел дорогу, там мало того, что деревья, так еще и очень крутой спуск и затяжной. А у меня буксировщик без тормозов. Это 100% расхерачить можно буксировщик и самого себя. Прошлый год я уже кувыркнулся там, с Саньками были на рыбалке. Они сзади на меня наехали, как я еще толкач не переломал. Нога до сих пор болит после этого падения. Ну все, возвращаемся за корытом и попробуем новые необловленные места. Как мы видим, здесь никто не рыбачил. Рыба здесь должна быть. И как мы видим, никто ее здесь, если не ловил, значит ее никто не выловил. Мы сегодня будем бурить, если даже и ловить не будем. А завтра будем мы ее
по готовым лункам уже ловить, если она ловиться будет. Ветрище поднялся страшно. Ладно, друзья. Будем бурить новые лунки. Будем искать весеннего хариуса. Будем надеяться на весенний клев. Кто ищет, тот всегда найдет. Я надеюсь, мы увидим весенний клев хариуса. Ёп. Ну, как тут не материться? Вот такая вот ямка. Спустился. Короче, мою тушу не выдержала лыжа. И вот. Хрустнула. Вон. Лыжа переломилась посередине. Вот так вот. Минус одна лыжа. Одни убытки, блин. Твою дивизию, а. Последняя пара лыж. Я за последние 2 года уже 3 пары лыж ушатал, блин. Все, эти лыжи уже никуда не годны. Вон она, тут ямочка получается. Я туда с горки спустился, она здесь поднимается и хрясь. Бляха-муха. Вот так вот. О, снег уже начинает прилипать к лыжам. Это значит уже ближе к нулю. На солнце уже тает. Без лыж опасно. Ну ладно, хоть одна лыжа пока есть. Вторая так, для поддержки тоже пойдет пока. До первой ямки, где она точно переломается. Ну вот и наша корыто. Сейчас возьмем корыто, пойдем на новые места. А тут первый плюс, и здесь будет уже идти река, сразу промоет. Вон, видно уже. Лед не больше 2 сантиметров. Время уже 10 минут 5-го. Через, не знаю, максимум полчаса, наверное, солнце уже сядет. Притопал еще на одно перспективное, на мой взгляд, место, потому что здесь я ловил и немало, как бы рыба здесь была на этом месте. Ровненький плес вот идет, начиная с поворота, вон. И туда дальше за поворот оно идет. 20 лунок. 20, да. 20 лунок, ни одной поклевки. Я не знаю, что с рыбой. Не может быть, не обловленное место. Не может быть, чтобы здесь рыбы не было. Она просто не клюет. Буду бурить, упорно буду бурить. Сегодня сколько успею до темноты набурю. И завтра по всем лункам еще разик пройдусь. Если завтра не будет клевать, ловиться если не будет, поеду домой, отдохну и приеду еще раз. Все равно я дождусь этого клева, дождусь, когда хариус начнет ловиться. Но я думаю, дождусь, посмотрим. Посмотрим, кто кого. Он упрямый, я еще упрямее. Мне вот говорят, у тебя с головой, мужик, все в порядке. Едешь в такую даль, столько затрат там и за пару рыбешек. Да, у меня с головой все в порядке. Потому что с каждой пробуренной лункой у меня новая надежда, новые ожидания. Вы просто не представляете, сколько я бурю лунок. Я потому что на одной лунке больше 1 минутой не сижу. Вот пробурил я 7 лунок, допустим. Раза 3 кинул, всякие там постоял, отпустил, поднял, пошевелил на опускание, на поднимание. Не больше 1 минуты, и все, я иду к другой лунке. 7 штук проверил, все, пошел дальше буриться, чтобы... Я постоянно в движении, постоянно в ожидании поклевки. Друзья, это, поверьте мне, это мне интересно. Мне пофиг, ловится рыба, не ловится, я-то в ожидании. Клюнет хорошо, не клюнет, я в ожидании поклевки. Вот за счет этого мне и интересна эта рыбалка на хариуса. На озере там совсем другое. Прикормил и сиди на одной лунке. Клюет хорошо, не клюет плохо, как бы. Здесь же на лесной речке надо искать. Ну, обычно находишь. Но когда уж совсем ищешь, уже все места просверлил,
и нет поклевки, это одно из двух. Или здесь, на этой реке, рыба кончилась, что это маловероятно. Или она просто не хочет ловиться, вот и все. Такие вот размышления у меня сегодня. Сегодня вот с утра вот 2 поклевки и все. Ну, сход еще один был. И тишина. Необловленные места, чистая река. Лед рыхлый, но сверху корочка, снизу немного есть. Как бы нормальный лед. Можно еще ловить. Если потепления резкого не будет, тут еще неделю можно будет рыбачить. Что мы будем и делать? Все сказал. Поехали дальше буриться. Хочу показать вам, какой лед. Расстояние между лунками около 7 метров. Вот 7 шагов. Может быть, даже и 7 метров нет. Может 6, 6,5. Ну, скажем, пусть 7, около 7 метров. И вон, смотрите, какой лед. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, все, 12 раз первый слой льда пробурили. Он. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Все, дальше пошла каша уже. Дальше пошла каша. Все. Вот так вот. Где-то здесь даже и второго льда нету. Первый лед, каша и все. Местами еще есть и второй лед. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Делаю небольшой комок снега, чтобы туда ставить удочку. Тут уже лед потоньше пошел. Саша, вот этот верхний слой льда, если растает, вот эти сантиметров 7-8, которые замерзнут последними морозами, то все. Льда не будет, лед просто уйдет, потому что снизу льда нету, есть одна каша. Потому что наледь, все заметало наледь в течение всей зимы. Морозов толком не было, снега много, воды много, а льда мало. Как-то вот так. Как-то вот так проходит у нас бурение. Я бы не сказал, что очень так уже тяжело, но когда в день больше 100 лунок набуриваешь, руки устают. Но это приятная усталость. Приятная усталость. Физическая усталость — это всегда хорошо. Была поклевка. С обеда первая поклевка была. Вот. Василий, как я тебя долго ждал. Василий. Привет, Васек. Вот такой вот Васечек. Как я тебя долго ждал, Василий. Ну, хоть что-то клюнуло. Значит, все-таки рыба есть в этой реке. Васек захотел перекусить. Так, сделаем дырочку. Потом замерзнет и будет отличная подставка для удочек. Ну вот, наконец-то. Уже все, солнышко село, начало темнеть. Время, сейчас скажем, 17 часов 14 минут. И, наконец-то, поклевка. Вот он, харюзина. Недаром говорят, как она, поговорка, пословица есть. Терпение и труд все перетрут. Перетерли мою упрямость хариуса. С утра 2. Ну как с утра? И сейчас уже под вечер 3.
Все-таки я нашел его. Пробурил только, наверное, здесь. Так, штук 50 точно, наверное, лунок. Ловим до темноты, до сумерков. Потом по темноте уже пойдем. Может, вечерний клев будет. Вот так вот. 7 лунок бурю. Иду проверяю. Обычно, когда есть поклевки, я потом беру бур, обуриваю это место, где обычно клюют. Но сейчас пока смысла не вижу обуривать. Один какой-то, может быть, случайный, залетный. Плавно так сначала тюк, потом тюк второй раз, я его подсек. Нет такого, что удара бьет. Это значит, что у них опять аппетита нет. Опять перемена погоды, наверное. Не знаю, что у них на уме. Никто не знает. Ну ладно, хоть один и то хорошо. Я и этому рад. Что, еще семерочку? До поворотика шлепнем, и на сегодня хватит. Ну вот, и крайняя на сегодня лунка пробуренная. Дальше буриться не будем, потому что уже начало темнеть. А фонарик я сегодня не взял с собой. Пойдем. Итак, набурился опять. Чуть поменьше, чем вчера, но почти так же, наверное, где-то. Только здесь, на крайнем месте, я пробурил лунок 50-60, наверное, точно. Давайте сейчас посчитаем по-быстрому. Так, ну, завтра сюда мы еще вернемся и посмотрим, что будет на этих лунках. Поехали. Раз. Два. Три, 44, 54, 55, 55 лунок. В среднем по 7, 8, 10 метров примерно между лунками. Вот и считайте. Это, грубо говоря, полкилометра пробурено и всего один хариус. Это только здесь, на крайнем месте, 55. А я сегодня, не считая тех 170, то, что проверил, 172 лунки, которые я пробурил вчера, их всех проверил. Попало только 2 хариуса. И кроме этого еще набурил раз, два, в 4 местах, наверное. Сегодня посчитаю, завтра скажу, сколько пробурено сегодня. И вот наш улов сегодняшний. Раз, два и три. Вот такие вот 3 хариуса. 2 нормальных, 1 поменьше. Вот такой вот весь улов.
Как говорится, пусть попробует теперь сказать, что это не трудовой хариус. И это не трудовая рыбалка. Это очень-очень трудовая рыбалка. Но этот труд, повторюсь, мне в кайф. Мне это нравится. И я не чокнутый. Я все делаю так, как мне нравится. На завтра план сделали мы, набурили. Завтра с утреца придем проверять. Если хариус завтра будет клевать, то мы поймаем. Если нет, то просто половим. Тоже неплохо. Так что, друзья, на сегодня все. Рыбалка, я всегда говорю, удалась. Мне понравилось. Кайф поймал. Все здорово. И на этом будем прощаться. До свидания. Встретимся завтра. Здесь же, на этом же месте. Утром завтра, скорее всего, выйдем пораньше, потому что голова у меня прошла. Природа лечит. Труд лечит, как говорится. Свежий воздух лечит. Немного чувствуется еще от удара. Вот рукой, если трогать затылок, чувствуется и вот основание шеи, вот основание головы чувствуется, что болит. Вот то, что ударился туда затылком. А так вот хоть мозги перестали болеть. Нет, если трясти болит, но если не трясти, не болит. Так что все нормально. До завтра, друзья. До свидания.